Добрый вечер, меня зовут Светлана Каплина, и сегодня я расскажу вам, как правильно договариваться с бизнес-партнерами о встрече. Как говорил Жак-Мишель Дюбуа, в бизнесе нет ничего эффективнее, чем встреча лицом к лицу. Личная встреча куда более эффективна, чем переговоры по переписке или по телефону. Во-первых, нужно выбрать правильный способ, как связаться с партнером и назначить встречу. Здрасте, Максим Викторович, а можно? Здрасте, Максим Викторович, а можно? Звонила Светлана Каплина, руководитель турагентства Айдана Тур, и просила о личной встрече с Максимом Викторовичем. И, наконец, мы добрались до самих переговоров. Здесь я хотела особое внимание уделить такому феномену, как уступки. Самый главный совет: прежде чем согласиться на уступку, подумайте, что вы можете получить взамен. Изменение цены должно приводить к изменению состава и объема услуг. Если вам предлагают снизить цену, то взамен вам должны предоставить рекламу в социальных сетях, гарантию долгосрочных отношений или более быструю оплату. Таким образом, вы повысите ценность вашей уступки в глазах ваших клиентов. А может, вы нам скидочку сделаете? А ты мне что? А может, вы нам скидочку сделаете? Да, конечно, мы сделаем вам большие скидки. Например, логистику возьмем на себя, сами купим каток, чтобы закатать вашу губу обратно. А может, вы нам скидочку сделаете? Да, конечно, мы с радостью готовы рассмотреть такой вариант, но у нас есть к вам встречное предложение. Теперь вы знаете, как нужно реагировать на просьбу об уступках. Однако в переговорах очень важно уметь просить о скидках. Делать это нужно аккуратно. Более того, используя правильную технику, вы можете получить для себя не только большие скидки, но и преимущества перед оппонентом. Итак, совет номер 1. Если на ваше предложение о скидке согласились сразу, то можно просить еще больше, у них точно есть запас. Можете ли вы сделать нам скидку? Да, мы можем сделать 10%. Что-то ты быстро согласился. Давай 20-ку. Совет номер 2. Не торопитесь просить больше. По статистике люди склонны к уступкам к концу переговоров. В тот момент, когда вы уже познакомились друг с другом, договорились о многих вещах и имеете большие совместные бизнес-планы, клиент готов двигаться вам навстречу. Думаю, мы договорились. Осталось подписать бумаги. Окончательно за сколько отдашь? Викторович, хотела вам сообщить, что... Однако я хотела бы попросить скидку, чтобы обе стороны были в выигрыше. Да, конечно, мы готовы уступить вам. Что-то ты быстро согласился, еще 20-ку скинешь? Поздравляю! Теперь вы знаете, как же вам действовать в ситуации с уступками. Я расскажу еще больше полезной информации о психологии переговоров. Да, нормально все?